наше знакомство с Якутией началось летом, но вот сейчас абсолютно четко понятно, что если ты не видел Якутию зимой, то это значит, можно сказать, что ты Якутию не видел в принципе, потому что этот край настолько зимой открывается по-новому. Это действительно, мне кажется, одно из уникальнейших мест на нашей планете, потому что здесь можно ощутить одни из самых суровых морозов, находясь на континенте, где-то не нужно в Антарктиду, не нужно отправляться в Арктику, не я имею в виду на острова. И это то место, где к холоду относятся по-настоящему с уважением и даже, я бы сказала, с почитанием, потому что мне кажется, что в большинстве своем мы недооцениваем силу холода, насколько холод важен так же, как и тепло, да, чтобы это все было в гармонии. Я считаю, что была самая главная проблема не в технике, не в морозах. Бывает проблема в людях. Бывают такие ситуации, когда ты работаешь с людьми, которые не заряжены на работу, и от них исходит негатив, то уже мешает, то есть уже ни погода не спасает, ни техника не помогает. Тут была такая ситуация, что люди были заряжены на работу, от них и исходило тепло, и мы шли на иные жертвы в технике, мы даже не замечали холод. И это очень сильно помогало на креатив, на создание хорошего материала, создание хорошей картинки. Это студенты. Я там теплее, что ли, или что? Смотри, я один хожу тут. Зачем ты мне его подсунул? Ты знаешь, он сломан. Иди сюда, кристалл здесь. Так нормально. Садимся в машину, едем за ними, потому что у нас не получится всю дорогу снять. Все в машины, садимся! Я думаю, что когда первопроходцы шли, да, они, возможно, впервые сталкивались с подобным холодом. И это для них было тоже огромным, во-первых, челленджем, да, для них это было вызовом, а с другой стороны это было и благом, потому что холод сковывал реки, он давал возможность пройти быстрее, он открывал дороги. Это, знаешь, это то, что называется, выстилал белую дорогу. Мы сидим у костра, разговариваем, собственно, на якутском языке, рассказываем, что проходит, съемок, обсуждение в кругу. Обыкновенная зайчья шапка шуется с такими полосками вот этих из 3 разной пушнины. Это с какой-то сакральной целью? Да. Да? Да. Сейчас вы об этом интервью расскажете. Ага. Летние съемки на нас произвели самое благоприятное впечатление. Мы думали, что все-таки была жара 45 градусов, и Якутия производила впечатление, ну, такое достаточно место такого, которое страдает, скажем так, от избытка температуры. Но вот в этот зимний заезд у нас, конечно, немножко иные впечатления, потому что когда мы были в Аймиконе, там утром температура была зафиксирована минус 57, а днем во время съемок было 53 градуса. Казачья, Тикси, Найба. Все, вот. Сразу через несколько километров перевал. Сразу же.
ученые. Ну, такие. А потом что-то, много чего-то говорят, так, рассуждают. Потом я один раз спросил, вот вы ученые музея, говорю, объясните мне, пожалуйста, как якутская корова попала через Верхоянские горы, как их протащили? Значит, вертолетом. Я говорю, когда это будет? Ну, какой-то молодой. Потом какой-то там плотами туда-сюда. Деньги есть? Нету. Еще не заработали? Надо бросать, да? Договора нет, денег нет. А, народ бросает, да. О, дураки даже бумажки бросают. Зачем же они так? Водички-то пар идет. Потрогай. От человека, с кем ты работаешь, там, и девочки, допустим, когда играли музыку у реки, от них шла эта энергетика, было приятно работать, и мы выжимали максимум всего. И в такие моменты ты просто не чувствуешь ни холода, ничего, то есть тебя никакие проблемы больше не беспокоят. А помимо стандартных историй, когда надо снимать красоты, там, то, конечно, возникают моменты, что из-за больших морозов там, у коптеров выходил из строя стабилизатор, приходилось более плавно делать пролеты, выжимать максимум из того, что он сейчас может сделать. То есть приходилось просто договариваться с морозом и идти на уступки. Все время выскакивает. Не дает сегодня эту штуку. Машину прогоним, на коптере, когда мы загоним. Потом обратно сможем загон гонять? Не, может тогда сейчас кабинки там как бы расчесывают, да, потом ее вот, ну, монтаж будете делать все равно. Да, чтобы они пока есть, можем там через кабинки провести. Лучше нам сейчас их прогнать. Нет, потом не загонишь ты. Что? Не загонишь. У меня нету выходных. Каждый день в 4 утра встаю. 4 утра встаю. Я в прошлом году WhatsApp убрал. Ага. 2 года назад Instagram убрал. Ага. Почему убрал? Он меня отвлекает. Я У понимаю. меня это время дорого. Ага. Я сегодня, брат мне родной попросил здесь сниматься. Только из-за этого я сейчас не в тайге. Я там сейчас бы работал бы. Понятно. Не, вы втроем. Вот так вдоль забора сюда и заходите. Ну, двое. У нас Что с вещами? Пошлите! Все, можно идти. И так бы на нее смотрите. Больше 2 числа, а мы тут все стоим. Отходим. У тебя тоже такие ресницы прикольные. Мейкап. Ты знаешь, такой эффект склеенных ресниц. Я еле вот так вот отодрала в какой-то момент. Это эффект наращивания ресниц. Да. Капец. Не понимаю, как это вообще можно с таким ходить. Ну, это надо накачивать веки, прокачивать, Да. чтобы мышцы век, они должны быть разработаны. А еще говорят, что тогда на лице спать нельзя. На Это лице? вообще катастрофа. Тогда вообще в чем смысл жизни? Да. Первое впечатление — это, конечно, экстремальный мороз. Потому что сколько я работаю в этой профессии, я ни разу не встречал такого мороза. Вот. Ну и, конечно, такого холода, да. Ну и, конечно, поразил Аймикон, правильно, да, говорю? Да. Аймикон. Он показался мне каким-то таким загадочным, магическим. Там чувствовалась везде загадка, куда ни наведи объектив.
Вот, вот, поэтому как бы вот первое впечатление, конечно, это мороз. Мороз. Ну и природа с огромной историей. Японские ребята. По плавкам в том числе. Ходить раздетым тогда. Вот она. Класс! У нас это цирковое училище около ямы, ты же знаешь, да? Недалеко от офиса. У Сашки новый друг. Так, Сашка остался жить в Эмиконе. Это обалденно. Это очень Да это учатся, а ну сразу, на один приезд. Нашли друг друга. кайф. Правда, реально есть. Ну все, давай. Молодец, молодец. Сахара нет, там куда они там были. У нас был такой случай совершенно, ну, наверное, немножко комичный, когда мы ехали из Эмикона по Колымской трассе ночью. Мы, значит, ну, останавливались там передохнуть, размять ноги. Вот, выходили из автобуса, и в один прекрасный момент, значит, стоим, разминаем ноги, и втроем так, с моими коллегами. И так я сам даже говорю, совершенно естественно, без шутки говорю: слушайте, как тепло-то стало вообще, прям комфорт, комфорт. И потом посмотрели, и все меня поддержали: да, очень тепло, как потеплело. А потом посмотрели на градусник, а там 42 градуса. Поэтому, в общем-то, мы уже почти якуты и почти здесь как родные. Подскажите, когда Якутск полетит? Вот. Садись, езжай.